Мент-кавказец. Трудно сдерживать эмоции, не называя вещи своими именами. Но приходится удерживать себя от мата в адрес этих гуманоидообразных существ. Бумага-то выдержит, да боюсь, админ не пропустит. Некоторые люди удивляются, почему муджахиды воюют с кавказской милицией. Судя по всему, они не понимают, что такое милиция. Милиция – это орган исполнительной власти, которая контролирует исполнение Конституции и законов Российской Федерации. Таким образом, мент – это то, на чем держится власть. А мент на Кавказе, неважно, кто он по национальности, чеченец, ингуш или дагестанец, является оккупантом. И в отличие от русского мента, который на Кавказе воюет за свою страну, за свой народ, за свою конституцию, наслаждаясь от мочения в сортире каких-то чурок, мент-кавказец с любой точки зрения, будь то религиозной или секулярной, в любой культуре, восточной или западной, древней или современной, считается предателем Родины. Без разницы, простой участковый или член элитного спецподразделения. Все они шестеренки одного механизма, с одной лишь разницей в размере. А те, кто считает, что простой ППСник не несет в себе особой враждебности, то пусть представит себе Северный Кавказ без ППСников и участковых. Или пусть ответит себе, кто чаще у него проверяет документы, офицер ФСБ или все-таки этот простой мусор. Когда в детстве мы смотрели старые фильмы про войну, больше всего ненависти у любого из нас вызывали русские предатели, которые прислуживали фашистам. И даже у моей бабушки не возникало вопроса, почему эти полицаи, изменники Родины, были одной из главных целей для партизан. Наверное, многим знакомо чувство удовлетворения, когда в фильме предатель получает по заслугам. Так почему же зрителям в фильме про Вторую мировую войну все ясно, а в реальности во время русской оккупации Кавказа мы слышим негодование и непонимание, когда наряду с русскими оккупантами убивают чеченских, ингушских или дагестанских полицаев-предателей? Ну, наверное, хотя бы потому, что чтобы добраться до одного оккупанта, надо столкнуться с доброй сотней закрывающих его своей грудью ментов-муртадов. Да и какая для меня разница между контрактником Володей из Урюпинска и наемником Бакарбеком из соседнего села? Володю или Лешку, как захватчика и имперца, можно понять. А как понимать участкового Аслана или моего соседа Бакарбека, которые даже если не в окопе с автоматом в руках должны были противостоять оккупантам, то хотя бы не должны были продаваться за 15 тысяч деревянных. Эта война ужасна и изощренна. Народы уничтожают не только физически, но и морально. Захватчики залезли в умы людей и извратили понимание вещей до такой степени, что героем теперь стал считаться не свободолюбивый благородный абрек, а предавший свою веру, честь и свой народ милиционер. Но как мент может быть героем? Кем станут дети, которых воспитывают с таким пониманием? Ведь если кадыровцы, евкуровцы и им подобные герои, то получается, что предательство – это героизм, ложь – это истина, присмыкание или заблюдство перед захватчиком – религиозная обязанность? У многих из нас найдутся знакомые, которые, будучи воспитанными, порядочными, образованными людьми, по разным причинам попали на эту собачью службу. Кто-то из них не смог отказать отцу, от которого так сильно зависит. А кто-то попал туда по своей наивности или глупости. Предположим, что нормальные люди туда попадают. Но что происходит дальше? Существует несколько вариантов. Первый вариант. Человек оказывается в этой среде, осматривается, анализирует и увольняется, поняв, что все это противоречит не то чтобы даже религиозным или национальным убеждениям, а элементарным, общепринятым моральным принципам. Второй. Это история несчастного человека, заигравшегося со своей судьбой, который в принципе понимает, что это не его место, не место, где может работать нормальный человек. Знает, что нужно уволиться, но находясь в нерешительности с одной стороны и боязни обвинения в трусости сослуживцами с другой, откладывает свой уход до понедельника. И это затягивание с уходом подпитывается зарплатой в конце месяца. Спустя несколько понедельников у него уже не стоит вопрос об уходе. Он успокаивает себя тем, что он не принимает непосредственного участия в беспределе. А дальше с ним случается история, подобная знакомой многим истории, когда водитель пытается не уснуть за рулем, в то время как давно спит, а понимает, что все-таки уснул только когда оказывается в перевернутой машине с разбитой головой. Он остается в этой системе с намерением не навредить,
а иной раз и помочь. Возможно, он думает, что у него все получается, все под контролем. Он не запятнан, и совесть его чиста. Только это не потому, что его совесть действительно осталась чиста, а потому что понятие чистоты для него изменилось, и беспредел для него постепенно стал нормой. Он проиграл и погубил себя еще в тот момент, когда отложил свой уход. А теперь это уже зомби, которого исправит только могила. Да и разве может человек быть нормальным, если он с утра до вечера находится в здании среди людей, которые зверски пытают, насилуют, сверят коленные чашечки, а потом между перерывами он общается с ними, пьет чай, сидит с ними у УАЗики, рассматривает ролики по телефону, зная, что они вытворяют. Мне приходилось лично наблюдать за тем, как вроде бы простой и нормальный человек превращается в далеко не простого мусора. Один мой знакомый, который устроился в милицию, поначалу делал какие-то намеки о том, что никто не забыт, ничто не забыто, давая понять, что он не только сочувствует муджахидам, но и, возможно, помогает им. Через год этот человек стал избегать каких-либо разговоров на эту тему. Через 2 это уже был важный дядя, со Стечкиным и новой машиной. А когда при нашем с ним разговоре я все-таки вывел его на старую тему, он вогнал меня в прострацию словами о том, что истинный путь – это путь Ахмада Хаджи Кадырова. Через 3 года он уже стал авторитетной фигурой среди муртадов. А мы прекрасно знаем, каким путем зарабатывается авторитет среди этих животных. А через 4 года его тело нашли напичканным 2 рожками свинца и проклятие Аллаха над кафирами. Мне интересно, если мы перенесемся в историю Кавказа, которой вы так гордитесь, то кем вы себя видите с вашей собачьей службой? Неужели вы себя видите храбрыми сынами своих народов, которые противостоят Русне в покорении Кавказа? Или все-таки вы собаки из милиции генерала Ермолова, который отличился своими зверскими методами ведения войны на Кавказе? Да, и в то время были подобные вам. И не надо думать, что они были бездушные или бессердечные. Сердца-то у них были, да только гнилые, как и у вас. И душонки, подобные вашим, беспринципные, имеющие свое понимание чести и достоинства. Наверное, мало, товарищи полицаи, эта Россия принесла вашим народам зла. Мало унижений, мало женщин, чью честь она растоптала. Мало вас сжигали, мало топили и выселяли, что вы решили послужить матушке России верой и правдой. Вы обвиняете ваххабитов в том, что они запрещают национальные традиции. А интересно, следуя каким адатам вы пошли прислуживать русскому кафиру, которого сами же и презираете? Да и за сколько вы продались, товарищи полицаи? За гордость звания всеми уважаемого в народе ППСника, гаишника, ОМОНовца, сторожа из неведомственной охраны. За возможность ваших шефов материть вас и ваших матерей каждое утро на разводе. За ржавый Стечкин, которому больше 60 лет. За жестянку на 4 колесах. Недорого вы просите, мальчики. Наверное, девочки с Тверской стоят дороже. Это не я унижаю вас. Это дела ваши унижают вас, которым вы дали другие имена и понятия, чтобы не чувствовать себя конченными подонками. Говорить с вами языком верующего мусульманина, сказав, что рызк от Аллаха, нет смысла, так как ваши поступки говорят о том, что вы в это не верите. Так вот, предлагаю вам оставить муджахидов наедине с оккупантом, уехать в Европу, где вам не придется продавать свой дин и свой народ за гроши, и, будучи бездельником, будете получать пособие по безработице в размере 2 ваших зарплат. А если еще и напряжетесь и устроитесь на работу, то сможете купить своей маме розовый кадиллак. А к тому времени, глядишь, случится и то, чего желают ваши сердца. Все муджахиды Кавказа падут смертью храбрых за свою веру. Тогда вы сможете вернуться, и если царю-батюшке понадобится ваша помощь, продолжить вашу собачью службу. Но, скорее всего, вам уже не раздадут Стечкины и дубинки, поскольку муджахидов уже не будет. А вместо этого вы получите тяпки и лопаты. А главное, вы не будете запачканы кровью вашего народа. А если Аллах даст победу муджахидам, то вы останетесь под крылышком у европейских кафиров. Они, в отличие от ваших хозяев, культурны и воспитаны. Да и вам, судя по всему, нет разницы, под кем быть. Аслан Магомадов, с сайта hunafa.com